Международный молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» стал традиционным знаменательным событием в культурной и общественной жизни Абхазии. Особенностью нынешнего 5-го юбилейного фестиваля является изменение места его проведения. В связи с завершением реконструкции здания Национальной библиотеки было решено провести основные мероприятия фестиваля непосредственно в самом здании и прилегающей к нему территории. Миссия работников библиотеки, она очень сложная, но в то же время очень важная. Мы много говорим о том, что надо повышать уровень культуры, уровень образования без библиотеки это практически невозможно. Поэтому еще раз хочу поблагодарить вас всех, кто участвовал в организации такого замечательного мероприятия. И мы надеемся, что наши библиотеки, как и сегодня, будут таким активным местом культурного досуга. Молодежный арт-фестиваль «Прогулка по набережной» собрал немало творческих коллективов со всех районов Абхазии, а также гостей из Москвы, Адыгеи и Краснодарского края. Главная цель фестиваля – популяризация чтения среди молодежи, а также популяризация библиотеки как места интеллектуального развития. Все работают только для одного – дать нужную книгу, чтобы дети читали тексты. Текст человека образовывает, делает его классически мыслящим человеком. На арт-фестивале были представлены 11 тематических площадок, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного ремесла. Вот эти игрушки сшили своими руками воспитанники Сухумского лицея-интерната. Картины тоже вышиты бисером вручную. А на этой площадке представлены уникальные экспонаты Абхазского государственного музея и литературного музея имени Дмитрия Гулия. Гости фестиваля имели возможность узнать о событиях Отечественной войны народа Абхазии, ознакомившись с экспозициями Государственного музея боевой славы имени Владислава Арденба и Музея боевой славы села Ишера. На арт-фестивале были представлены немало предметов национального ремесла. Пожалуй, одним из древних является эта колыбель, сделанная из бука. Ей уже более 300 лет. В ней укачивали не одно поколение фамилии Амичба из села Джгерда. Также здесь были представлены старый чугунный утюг, колокольчик для домашнего скота, женское седло и различные старинные кувшины. Все эти уникальные экспонаты уже много лет бережно хранит работник библиотеки села Джгерда Лилик Варанзе. А на одной из площадок арт-фестиваля любой желающий мог воспользоваться услугами парикмахера. Эта благотворительная акция направлена в помощь детям, чьи родители находятся в местах лишения свободы. На фестивале мы просто предоставляем свою работу. Нас пригласил директор библиотеки. Мы установили здесь столик и бесплатно стригем каждого человека и рассказываем о той работе, которую мы проводим здесь. И как бы говорим о том, что если у них есть сердце расположено к помощи этим людям, мы готовы с ними сотрудничать. В рамках фестиваля состоялся показ мод, конкурс чтецов и мастер-класс по шахматам. Одним из главных принципов фестиваля является открытость и доступность. В нем мог принять участие каждый желающий, любой творческий коллектив. Мы очень довольны фестивалем, нам тут так все понравилось. В особенности выставка, которая прошла, особенно Ишерской школы, получается, мы очень довольны, нам все понравилось. Будем надеяться, что такие фестивали будут еще и в ближайшее время. Организаторы международного арт-фестиваля «Прогулка по набережной» в будущем году планируют реализовать в его рамках ряд новых проектов, а также расширить число участников и гостей. Алика Трапш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение.